5 причин, почему таджики празднуют свадьбу в Москве. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему сложилась такая серьезная проблема. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. Влюбленные уроженцы Таджикистана все чаще делают выбор в пользу свадьбы в Москве, нежели у себя на родине. С приходом весны и теплой погоды в Таджикистане наступает пора свадеб. Свадьба в Таджикистане – это всегда веселье, много людей, вкусная еда, нескончаемый поток поздравлений от родственников и соседей, громкая музыка и непременно десяток другой самых важных для таджикистанца традиций. Так принято. Даже несмотря на введенные в Таджикистане ограничения по времени и урезанное количество гостей, свадьбы в республике гуляют с размахом, а на само торжество порой тратят целое состояние, начиная копить еще с рождения ребенка. Согласно статистическим данным, мигранты из Таджикистана и Узбекистана в большинстве своем приезжают в Россию для того, чтобы заработать на свадьбу, но теперь нередки и те, кто идет по другому пути. Остается праздновать свадьбу в России, чаще всего, конечно, в Москве. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Мы с мужем решили отпраздновать свадьбу в Москве, посчитали расходы на билеты до Таджикистана и поняли, что лучше вложим деньги в торжество. К тому же многие наши родственники живут в Москве, им бы тоже пришлось лететь, а соответственно тратиться на дорогу, рассказывает Фатима. По ее словам, никаких проблем с организацией праздника в Москве не возникло. Свои всегда помогут и просторное помещение под банкет снять, и хорошего мулу для никаха найти. Согласно поправкам в закон об обрядах, свадьбы в Таджикистане теперь могут длиться не более 3 часов. Такие запреты по душе далеко не всем. В России никаких ограничений для веселья нет. Можно гулять хоть 3 часа, хоть 3 дня. Как говорится, был бы запал. Это еще одна причина, по которой таджики не едут в родной край. Конечно, невозможно привезти всех родственников из Таджикистана в Россию. Мы старались максимально собрать всех, кто здесь живет. Получилось около 350 человек. Наверное, по меркам Москвы, не маленькая свадьба. Но в Таджикистане часто больше людей, конечно, рассказывает девушка. Таджикистанка отмечает, что они с мужем рады были бы видеть всех, кто смог бы приехать из родной страны. Многие девушки признались, что зачастую свадьбу в Москве праздновать проще с финансовой стороны, ведь в Таджикистане на свадьбу копят годами, берут большие кредиты, а потом долго и тяжело возвращают долг банку. Торжество в России обходится дешевле, а для молодой семьи это немаловажный критерий. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком.